предпринимателей, как приглашать в бизнес. У нас достаточно много предпринимателей в команде, в бизнесе. Конечно, эта работа складывается. Вообще предпринимателей можно звать в любой период. Но если сказать о той ситуации, в том времени жизни, которое сейчас, это лучшее время, когда мы прям рекомендуем вам проанализировать списки всех партнеров и именно сейчас идти к предпринимателям, вот прям ко всем предпринимателям любого уровня. Когда-то, консультируясь с Натальей Еной, да, сейчас Наташа сказала такую фразу. Я ее передала дочери, и дочь говорит о том, что мама, я ложусь спать с этой фразой, встаю с этой фразой, и я знаю, что у меня кулачки держу, что именно так и будет сейчас в моем бизнесе. Она сказала о том, что когда она проанализировала все кризисы, которые были в ее бизнесе, и всех сильных лидеров, бриллиантовых лидеров, она поняла, что именно эти лидеры пришли в момент кризисов. Либо кризисов страны, либо кризиса внутри у данного человека, когда у них свои кризисы проходят в жизни. И вот сейчас такой кризис, он, знаете, не знаю, не люблю я говорить кризис, но сейчас такое время, когда кто-то что-то потерял. И все те предприниматели, вот как мы своим партнерам рассказываем, мы говорим о том, что когда человек, предприниматель, да, это средний уровень дохода, выше среднего, или совсем высокий уровень дохода, это те люди, которые уже видели деньги, жили с деньгами и в деньгах, и жили в лучшем комфорте. И когда такие семьи что-то теряют, то их мозг работает на то, как им это вернуть. Они не сидят и не ноют, будем говорить, да, что все пропало. Нет, конечно. Они идут и ищут возможности, где можно зарабатывать, чтобы вернуть им их уровень дохода и их уровень жизни комфортности. И в этот момент есть наше уникальное предложение. Сразу хочу сказать о том, так буквально, да, мы все с вами верим в бизнес наш, мы все понимаем, что Amway компания – это эталон сетевой индустрии, это номер один сетевой индустрии, это пример примеров. И сравнений рядом нет вообще далеко. Даже если открыть ассоциацию прямых продаж, либо посмотреть рейтинг по капитализации вообще компаний, да, 100 там крупных компаний мира, вы сразу можете увидеть Amway и потом второе место, но это огромная разница в товарообороте и в прибыли. Поэтому Amway – это эталон. И когда ты в руках имеешь этот эталон, премиальный бренд, продукта, бизнес-возможности, ты что делаешь? Ты гордишься этим. Да, ты плечи вперед расправляешь, грудь вперед. И вот именно с таким подходом можно идти, нужно идти ко всем предпринимателям. Как сегодня мы идем к предпринимателям? Сегодня. Вова еще немножко там коснется. Я чисто онлайн-приглашение озвучу. Буквально оно, вот то, что делаем мы сейчас. Может быть, ваши спонсоры вам тоже что-то рекомендуют. Обязательно их слушайте. Обязательно мы пишем или звоним кому как удобно. СМС-сообщение, звонок кому как удобно. Привет, как дела? Или там добрый день, здравствуйте, как дела у вас? Что вы делаете? Вы на самоизоляции, вы на удаленке, вы работаете. Как вы сейчас вообще, ваше состояние жизни, работы, вашего бизнеса? Вы получаете какой-то ответ. Если человек говорит о том, что у него все хорошо, он работает, что у него вообще нет времени, что он весь там, сегодня такое время, он знает, что нужно делать, работать и так далее. Тогда мы прям плавно ему предлагаем перейти и говорим: ты знаешь, наш бизнес тоже сейчас перешел полностью в онлайн. Ты помнишь, я раньше тебя приглашал на наши презентации, мастер-классы. Сейчас очень удобно, в удобное для тебя время. Есть платформа в Инстаграм, закрытая группа, где проходят все мастер-классы, лучшие эксперты России там и так далее. Все это рассказываем и предлагаем нашу группу, где мы проводим все мастер-классы от и до. По всем брендам лучшие эксперты команды проводят такие мастер-классы. Если человек отвечает нам, что у него... еще хочу здесь заметить. Мы говорим о продукте, о том, что мы предлагаем, можно подключиться в эту группу и смотреть эфиры.
Но тут же мы все равно не упускаем возможность сказать о том, что и наш бизнес полностью перешел в онлайн, сейчас у нас онлайн-трансляции, и в нашем бизнесе сейчас выросли доходы от 25 до 60%. Поэтому тоже готов с тобой поговорить именно о бизнес-возможности. Хотя бы вот такую ремарочку ее обязательно сделать. Тот человек, кому интересно, он зацепится за нее, обязательно увидит и задаст дополнительные вопросы. Если вам отвечают в ответ, что я на самоизоляции, я не могу работать, там у меня с бизнесом какие-либо проблемы, то сейчас мы делаем приглашение открыто. Потому что, я повторюсь, да, у нас премиальный бренд, у нас эталонная компания, нам нет равных, и вам как предпринимателю, потому что вы уже настолько здравомыслящий, успешный предприниматель Amway, и, конечно же, мы предлагаем сразу бизнес и говорим. Ты знаешь, ты помнишь, мы когда-то с тобой говорили о бизнесе Amway, или ты помнишь, что я активно занимаюсь бизнесом Amway, сотрудничаю с компанией Amway. И я хочу вернуться к этому вопросу снова, потому что сейчас наш бизнес полностью перешел в онлайн. У нас выросли доходы, наше сотрудничество сегодня. Я вообще говорю так, что сегодня это онлайн-платформа магазина мирового уровня предлагает открыть свой интернет-магазин на данной платформе и в режиме удаленки, в удобное для тебя время и место ты можешь строить и развивать именно такой бизнес, интернет-бизнес, на том, что это личное потребление и бизнес-рекомендации. И все это можно делать в онлайн. И тут же я продолжаю, что показ мастер-классов и так далее. Все это в формате онлайн. Именно так мы сегодня приглашаем, что давай поговорим о деньгах. Дальше мы говорим о том, что, например, доходы от 0 до 3 месяцев до 30 тысяч рублей можно зарабатывать быстро, от 3 месяцев до 6 доходы от 30 до 60 тысяч рублей, ну и далее от 60 и более, 100, 150, 200, в зависимости от той потребности, которая есть у тебя на сегодняшний день. И вот такие приглашения мы делаем, рассылаем всем людям, не обязательно только предпринимателям. Просто сейчас мы говорим о предпринимателях, как раз о тех, кто потерял бизнес. Или предприниматели, те, которые пусть бизнес не потеряли, но все равно где-то что-то надломилось. И сегодня уже даже и люди понимают, наемная работа, что яйца в одну корзину складывать не стоит. Я бы, наверное, знаешь, как людей так объединил. Предприниматели, конечно, это здорово, друзья. Но всех людей, которые имели хороший доход, это может быть топ-менеджеры. Да. Это люди, которые занимали какие-то руководящие позиции. Понимаете, человек, который держал в руках 100 тысяч, он жил на 100 тысяч, он зарабатывал, он эти 100 тысяч знает, как выглядит. И этот человек сегодня, например, зарабатывает там 70-50. Его легче, он знает, как на эти деньги жить. У него психология на эти деньги уже выращенная. И с этим человеком вы быстрее будете просто двигаться, чем тот человек, который зарабатывал, к примеру, там 20 тысяч, и вам его нужно объяснить и внушить, что такое 100 тысяч. Он никогда их не зарабатывал. Поэтому вот в такие времена это как раз самое лучшее время для таких людей, которые где-то зарабатывали хорошие деньги или в найме, или в своем бизнесе, но сегодня 100% у большинства из них это пошатнулось. У них сегодня нет вот этого, знаете, святого верования, что у меня есть стабильная работа. Сегодня нет таких людей, кто бы так думал. Вот поэтому в первую очередь обращайтесь к таким людям, осознанно и потенциально ищите вот таких людей, которые уже в жизни себя как-то проявили, зарекомендовали. Вот как вы предприниматели приглашаете, когда вы начинаете строить бизнес, мы всегда рекомендуем, начинайте с той категории людей вашего уровня, но не ниже, именно вашего уровня. Так получилось, что мы уже были предпринимателями. И, естественно, у нас в окружении был уже такой же уровень,
И нам было легче разговаривать с этими людьми, потому что это были люди, ну, такие же, как мы. Ну, вы знаете, огромное количество у нас примеров, когда была, например, партнер воспитателем детского садика. И она начинала тоже со своего уровня. И по мере роста, развития ее личности она могла приглашать все более сильных. Главное, чтобы вы двигались вот по спирали вверх. Не опускались вниз, не приглашали более слабых. Как Наталья Ена говорит, у вас будет даун-линия потом. Так, ну Давай давай, тогда нет, вопросы. нет, да, ты читай свой вопрос, который вот как Давай, сделать. вопрос я, а Мгм. вопрос ты. Да, давай. Мы говорили, что у нас поступило много вопросов, значит, мы поделили так между собой вопросы. Вот поступил такой вопрос. Как сделать грамотно и эффективно самопостроение? Конечно, вот построить себя это непросто. Ты же не будешь себя хвалить, там рассказывать какой то крутой, но первым, что ключевым будет играть в твоем самопостроении, это, конечно, то, как ты выглядишь, то, какая у тебя экспертность в этом предпринимательстве, то люди всегда идут на перемены, понимаете? Вот они знали вас, там, например, 5 лет человек вас знает, или 10 лет он вас знает. И вот вдруг начинает замечать в вас какие-то перемены. Может быть, внешние. Вы сходили на программу детокс, понимаете, и вы начинаете, у вас глаза начинают гореть, у вас больше энергии, вы чуть-чуть похудели. Э, Это заметно, ребята. И это уже повод обратить на себя внимание. И твой друг, там, знакомый обязательно тебя спросит, слушай, а вижу, что что-то в тебе изменилось. Поэтому самопостроение – это, первое, запомни, твоя экспертность. Второе – это результат, который тебе нужно показать. Это внешние изменения. Если ты говоришь о здоровье, и у тебя много лишнего веса, обрати на это внимание и работай над этим. Дальше, конечно, изменения в плане дохода. И вот сегодня классно то, что можно самозанятых у нас в России, например, уже с 9% мы рекомендуем самозанятым стать, и вы уже на 9% уровне можете показывать плюсом 25%. Не стесняйтесь этого, да, на 9% может быть у вас доход, к примеру, там 10-12 тысяч. И вы говорите, представляешь, я в апреле месяце заработал на 25% больше. И знакомый, которому ты говоришь, то есть человек, он уже начинает, понимаете, мотать на ус. Он понимает, что у всех доходы падают. Неважно, сколько ты зарабатываешь, но он уже понимает, что у тебя доходы вырастают на 25%. Поэтому самое главное, чтобы вот себя построить можно только во время проведения встречи. Еще раз говорю, первое впечатление – это то, как ты выглядишь, это насколько ты держишь свое слово в плане, ты опаздываешь на встречу, не опаздываешь, как ты держишься на встрече. Это все первые, знаете, вот впечатления, вот эти все вербальные вещи. Вот. Знакомые, которые не сразу подключаются, они за вами наблюдают. Помните, что есть три этапа. Первый этап – это люди отторгают. Второй этап – это люди, которые смотрят и думают, слушай, а он все еще бизнесом Amway занимается? Он все еще это не бросил? По моим подсчетам, он должен был бросить уже через 2 месяца. И у него наступает второй этап, этап любопытства. Что же он такого в Amway там услышал, узнал, что он до сих пор им занимается? И третий этап – это когда люди у вас видят перемены. И себя построить, ребята, можно только таким способом. Дальше. Показывайте чеки, какие вы зарабатываете, и вас построит сцена, ваши новые бизнес-уровни, ваши бизнес-результаты. Поднимайтесь чаще на сцену, приглашайте в это время как раз тех людей, кому вы хотите рассказать о бизнесе. Ну и, конечно, самое сильное построение, которое может вам дать, это ваш наставник. Вот здесь, чтобы вы умели работать с построением, и когда вы научитесь отдавать построение вашему наставнику, то у вас всегда в руках будет, знаете, я называю волшебная палочка-выручалочка в виде вашего наставника, у которого есть сила, власть и авторитет, которую ты своими словами создал в глазах других людей. И этот человек может как третье лицо повлиять, разрешить ситуации, помочь продать билет на семинар, помочь продать продукт, помочь запустить бизнес как третье лицо. И, конечно, этот человек, он отдаст вам построение. Именно вас построит. Вот таким образом можно себя построить. Других, мне кажется, не существует, да? Да, ну, я, конечно, так и считаю тоже. Сейчас вот, ну, вообще всегда наставник
играл, будем говорить, такую ключевую роль в бизнесе. И была фраза, мы ее говорим с вами, да, что посади спонсора на коня, и спонсор построит тебе бизнес. И понимая эту фразу, и вот сейчас тоже понимая ее, это построение отдавать спонсору не тогда, когда он тебя слышит и находится рядом с тобой, а отдавать построение спонсору всегда, особенно когда он этого не слышит. Потому что если помощь спонсора, это даже не то, чтобы он, это вообще не то, что он должен сделать работу, прочитать встречи, провести. Когда ты отдаешь построение своему спонсору, наставнику, и потом приглашаешь его помочь тебе в проведении встречи, по идее, что делает наставник? И это его главная роль – отдать построение тебе, чтобы уже дальше твой новый человек, новый партнер, клиент, он слышал тебя и слушал тебя. Но это возможно в том случае, если Если ты эту силу дал своему спонсору, если она у него заранее. есть заранее своим отношением, своим построением. Второй вопрос, который я себе выделил, это продолжение этой же темы. Мгм. Вопрос звучал так. Как построить спонсора, если кандидат успешный предприниматель? Конечно, если ты только начинаешь строить бизнес, у тебя уровень может быть 3%, 6%, может быть уже 9%, и вы хотите пригласить в бизнес успешного предпринимателя, такого состоявшегося человека, я прекрасно тебя понимаю, тебе это делать трудно. Ну и где-то немножко страшно даже внутри. И вот здесь, если у тебя созданный авторитет в лице твоего спонсора, он и как раз будет той палочкой-выручалочкой и придет на помощь. Самое главное, вот в этот момент, когда вы приглашаете в бизнес успешных предпринимателей, чтобы вы не мерились деньгами. Потому что успешный предприниматель в Amway – это уровень бронзы, я считаю. Уровень бронзы – это уже очень успешный твой наставник, которым ты можешь как раз в хорошем смысле пригласить на встречу и использовать для влияния. То есть спонсор – это, как знаете, человек влияния будет на успешного предпринимателя. Даже если этот спонсор зарабатывает меньше, чем этот успешный предприниматель. Почему не нужно мерить деньгами? Давайте я вам объясню. Дело в том, что успешный предприниматель, он будет смотреть не на доход этого человека, а на его экспертность. Ведь в жизни все так и работает. Смотрите, когда успешный предприниматель, зарабатывающий, например, там, 1,5 миллиона рублей в месяц, приходит в больницу, и он приходит к эксперту на прием, к эксперту, к врачу, а врач зарабатывает, к примеру, 60 тысяч. Ведь они в этот момент не меряются деньгами. В этот момент успешный человек, он понимает, что он в этой профессии ноль, и он понимает, что ему нужно довериться врачу как эксперту в том деле, о котором пойдет сейчас речь. То же самое, это везде так работает в жизни. Приходит успешный предприниматель в зал, он хочет подтянуть свою фигуру, и ему дают успешного фитнес-тренера. Но, возможно, финансово фитнес-тренер зарабатывает меньше. Поэтому вот это то, что нужно понять. И как его построить? Обязательно нужно сказать, то есть вы обязательно похвалите, постройте человека, этого успешного предпринимателя, скажите: Олег, огромное спасибо тебе за то, что ты нашел время и согласился на эту встречу. Я столько лет тебя знаю, с огромным уважением отношусь к тебе. Я всегда вижу, что ты не сидишь на месте, ты всегда предпринимал, и ты для меня огромный пример. Почему я пригласил тебя на встречу? Я хочу тебе сегодня показать эту возможность, но сам пока не рискнул, и я пригласил моего наставника, человека, который в нашем деле является экспертом, он уже зарабатывает очень хорошие деньги, он ведет за собой команду, люди к нему прислушиваются, у него потрясающий лидерский уровень, и компания уже оказывает ему признание, и он уже получает хорошие деньги. Знакомься, Иванов Иван Иванович. Огромная просьба у меня к тебе, Олег. Выслушай этого человека внимательно, потому что все, что он будет говорить, для меня это очень важно. И я уверен, что твоя экспертность, ты в этом увидишь для себя здравое зерно. То, что мы знаем и то, что мы расскажем, я уверен на 100%, это тебе будет интересно, это тебя заинтересует. Нам есть что тебе предложить. Это просто такой короткий пример.
И вы не должны бояться, что, возможно, он зарабатывает больше. Всегда помните, он зарабатывает больше в той сфере деятельности, но не в Amway. В Amway он пока ноль. Он про Amway пока ничего не знает, он здесь ничего не добился, ни копейки не заработал. А твой наставник уровня бронзы, ого-го, он уже такой матерый, мощный. Поэтому компания придумала новый значок такой для таких людей. И не нужно этого бояться. Конечно, если вы работаете рядом, у вас есть платиновый спонсор, изумрудный, бриллиантовый, и есть очень успешные предприниматели, конечно, вам всегда ваш наставник поможет провести такую встречу, чтобы показать бизнес Amway вот именно с Да. позиции лучшего бизнеса. Я тогда уже по Да, ты по вопросам своим, пойду, у тебя, потому потому что что они они, одни из да, другого да, вытекают. да. Как преодолеть страх, предложить сотрудничество человеку, который успешнее, чем ты? Ну, я уже, наверное, ответил на этот вопрос. Если ты боишься, и у тебя уровень, например, 3,6-9%, тогда пригласи третье лицо. Но если у тебя уровень уже 12-15, не бойся. Потому что, еще раз говорю, твоя экспертность намного выше. Потом, очень часто мы, знаете, у страха глаза велики. Мы очень часто рисуем себе такую картинку. Вот приведу последний пример. Нас попросил наш партнер провести встречу, и она говорит: ой, я боюсь, там такая успешная женщина, успешный предприниматель, там. Она нарисовала себе такую картинку, что, знаете, там такой монстр мега, такой космический. Но мы согласились. И вы знаете, когда мы стали проводить встречу, то что я увидел? Я увидел, что этот человек был успешным когда-то. Да, он сегодня предприниматель, но он сегодня предприниматель, который на Ну, ладан мелкий. дышит. Он уже мелкий. И я вижу, то есть он проводил там встречу уже сейчас все онлайн, видно в квартире обои ободранные такие, знаете, там. И, ну, в общем, преуспевать, предпринимать и преуспевать это не одно и то же. И, в общем, чем больше вы будете общаться с такими людьми, тем больше вам будет нравиться. Что мы заметили с опытом? Мы заметили, что чем ниже уровень социальный человека, тем труднее с ним вести беседу. Знаете, в каком плане? Он постоянно спорит, он постоянно доказывает, потому что ему нужно постоянно доказывать, что он классный парень, что он крутой. Чем выше человек в жизни состоялся, чем выше он поднимается, тем легче с ним беседовать, тем он спокойнее, тем меньше он спорит, тем более он, знаете, он такой Рассуждает, уверен, он хорошо рассуждает, задает вопросы хорошо по задает делу, вопросы. да. И он видит в этом здравое зерно, потому что он сам прошел путь. Он, понимаете, он понимает, он что стоит пережил работа, это, да. что стоит за успехом, что стоит за работой. Этих людей не нужно бояться. И вот Марина сегодня уже говорила, что нужно к таким людям идти. Вот мы сегодня в своей команде, Фокус у проводя нас. встречи, консультации, у нас фокус сегодня идти к людям, которые в жизни уже состоялись. Потому что именно в такие времена люди высвобождаются, они поднимают голову и смотрят на рынке, что есть. Потому что когда у человека все хорошо, и он, понимаете, он живет этим, у него все хорошо, у него все работает. Он налево-направо, как правило, не смотрит, он сфокусирован на создании своего. Но сегодня он поднял голову, и чем большему количеству вы таких людей придете и расскажете, тем быстрее вы найдете того лидера. Ведь как нам всегда говорили ребята, найти 6 человек, Наталья Яна всегда нам да, говорила, 6 человек, которые лучше, чем ты. И еще я хочу вам дать рекомендацию. Я всегда в своей работе использую в 90% случаев инструмент. И первый мой самый главный рабочий инструмент это DaLife Info. И когда я начинал, у меня не было такого успеха в бизнесе Amway, я всегда этот инструмент использовал. Тогда он был в виде дисков, сейчас это все в цифровом варианте. И если даже ты в своей спонсорской линии не видишь, возможно, там может быть твой спонсор в близком доступе только 12%, дай возможность своему приглашенному предпринимателю послушать на DaLife. Потому что DaLife это там, где есть все топовые бриллианты, это там, где есть Наталья Йена, это там, где есть Джеймс Вайт. Понимаете, DaLife, он будет за вас как мощный инструмент влиять, оказывать влияние и помогать вам в спонсировании. Классно, что у нас есть 10 дней бесплатно, друзья. И вы сегодня просто даже человека зарегистрировав, даже может быть без покупки, как клиента. просто как клиента,
Дайте ему возможность 10 дней зайти на DaLive, потому что все деловые люди, предприниматели, топ-менеджеры, все деловые люди, они быстро оценят такой ресурс. Рассказывайте, покажите историю человека на DaLive, которая похожа на вашего приглашенного гостя. Если это крупный предприниматель, покажите Владимира Позднякова, покажите семью а, а, Наташу с Немидовым, да, с Бескровным. Покажите предпринимателей, которые уже придя в бизнес Amway были состоявшимися людьми. Если это юрист, покажите юриста, который пришел, будучи юристом. Если это предприниматель мелкий, средний, покажите другого. Если это врач, показывайте именно на DaLive более 1500 автобиографий. Это одна из самых сильных, мощных библиотек истории успешных людей. И знаете, мне всегда горестно смотреть на партнеров, которые сами в одиночку идут и строят бизнес, не используя инструмент. Помните, как Джеймс, кто-то может быть новичок, нас Джеймс всегда учил. Когда вам нужно забить в стену гвоздь, вы же не пытаетесь голой рукой забивать. Вам нужно купить молоток, и несколькими мощными ударами вы забиваете этот гвоздь. И это нужно помнить, друзья. И вот мы с Мариной в своей работе и учим своих партнеров в 90% случаев. Не я пытаюсь влиять на человека, а я пытаюсь использовать третье лицо. Либо опыт спонсорской линии, либо опыт эксперта в моей группе в той или иной области продукта. Либо эксперта с DaLive, либо топ-лидера с DaLive, либо еще, то есть везде должны работать инструменты. Либо это книга, либо это какая-то открытая встреча там, где идут признания. Либо вот завтра будет у нас открытый маркетинг-план на DaLive, Мирон Грабар будет проводить открытый маркетинг, Мирон с Оксаной. Пригласите туда людей. И Оксана с Мироном, они окажут влияние, они помогут вам заспонсировать того успешного предпринимателя, может быть, топ-менеджера. Дальше, следующий вопрос. На что обращают внимание бизнесмены? Честно скажу, на все. Такие люди, они обращают внимание в первую очередь на тебя, то, как ты выглядишь, то, какая у тебя экспертность, и, соответственно, они смотрят. То есть я таким людям всегда рассказываю о партнере, о компании Amway, я говорю, какое у нас сильное портфолио, я говорю о плане по продаже и маркетингу, говорю о масштабировании бизнеса, показываю ему глобальность, показываю то, что здесь не надо вкладывать деньги, без риска, показываю, что здесь будут у тебя не наемные сотрудники, а твои бизнес-партнеры. То есть я показываю абсолютно все. И таким людям я люблю давать книгу «Просто речь». Потому что эта книга, она, во-первых, заспонсировала нас, помогла нам тоже заспонсироваться в бизнес. Тогда была книга «Человек, создавший Amway», а сейчас я в работе использую книгу «Просто речь». Поэтому бизнесмены, успешные люди обращают внимание на все. Не бойтесь им показывать бизнес-план, деньги, возможности. Если он хочет зарабатывать 500 тысяч, миллион, покажите именно на каком уровне находятся эти деньги. Показывайте особенности 6%, показывайте признание, путешествия. То есть вот эту многогранность нашего бизнеса показать обязательно нужно. Дальше. Про возражение давай. Как предложить Amway предпринимателям, если они сейчас находятся в сложной ситуации, им сегодня трудно содержать семью? Ребята, так вот об этом идет речь. Поймите, что мы приглашаем сюда людей не зарабатывать деньги. Мы поэтому людей приглашаем, чтобы они увидели для себя возможность, как от 6 месяцев до года выйти на доход в 150 тысяч рублей в месяц. Мы зовем сюда для того, чтобы он подправил свое финансовое состояние. Поэтому очень просто. И такие люди, понимаете, которые подходящие, они быстро увидят в этом возможность, и вы сможете им все это объяснить. Включиться в бизнес на 10 тысяч рублей любой предприниматель оценивает и понимает. Здесь о рисках речи не идет, и мы это показываем. Потому что сам предприниматель, он понимает свои вложения в свой бизнес. Здесь, даже если совсем, как в вопросе было написано, очень плохое положение материальное, речь идет о 10 тысячах рублей. Для предпринимателя это не деньги, не то что не деньги, но не те риски, которыми можно рисковать. Он, естественно, найдет такую сумму и станет VIP-клиентом.
Потом смотрите, продукт, который он по-любому пользуется, может быть другим брендом. Вы ему показываете, вот смотри, сегодня это у тебя по-любому статья расходов. Мы из Поменяв статью продукты, расходов делаем ты статью эту статью доходов. расходов превращаешь в статью доходов. Ты, грубо говоря, нанимаешь эту продукцию на работу, и она становится твоим активом, она начинает тебе воспроизводить и приносить прибыль. Мгм. Потом ты будешь что Нет, делать? да, ты закончи вот этот. У Давай. меня-то тут такой же, ты повторяй. Дальше. Как выстраивать первые разговоры, как выстраивать вторую встречу, Нет, давай с возражениями. да, Это и понятно как уже. работать с возражением во время Мгм. маркетинг-плана. Смотрите, вот как мы работаем. Мы не рассказываем маркетинг-план сразу, знаете, сели и начинаем рассказывать маркетинг-план. В любом случае, я уверен, что вы все проходили любой тренинг по продажам. Сначала первый этап, вы садитесь и вы знакомитесь. Установить Вы контакт. устанавливаете контакт. И вы почувствуете в какой-то период, что получилось установить контакт, не получилось. Мы обычно знакомимся, интересуемся, как они, Работой, откуда, чем жизнью, занимаются семьей, там, и там, так далее. влечениями. Да. Потом второе, когда я установил контакт, дальше я перехожу. Скажи, пожалуйста, а на данном этапе жизни ищешь ли ты сегодня дополнительные возможности? Есть ли у тебя сегодня там потребности или мотивация что-то в жизни параллельно еще предпринять, начать? Если он мне говорит «да», я говорю «очень классно, расскажи, что ты ищешь и почему, и что, зачем ты ищешь». И человек мне рассказывает. Дальше это меня подводит уже к выявлению его потребностей. Когда я потребности выявил, дальше я приступаю как раз к проработке возражений. Я говорю, слушай, классно, что ты сегодня находишься в поиске, ты хочешь вот это, и как раз мы для этого и встретились. Мы хотим тебе сегодня предложить бизнес-возможность, которая поможет тебе это реализовать. Я предприниматель, я занимаюсь бизнесом Amway уже 15 лет. Скажи, пожалуйста, что ты знаешь про Amway и есть ли у тебя опыт личного потребления продукции Amway? Зачем я задаю эти вопросы? Чтобы я узнал, что он знает про Amway, чтобы я узнал, что он знает про продукт. И вот здесь, в этом блоке, как раз идет работа с возражениями. И вот эта работа с возражениями, он говорит, нет, я продуктом не пользовался, и тогда я поговорю о продукте. Он говорит, нет, я про бизнес не знаю. Я говорю, спрашиваю, слушай, ну а ты бы хотел послушать? Он говорит, да или нет, и дальше просто идет работа с возражением. Сейчас трудно будет их разбирать, потому что возражений очень много, но если ты только начинаешь, смотри, что тебе нужно понять. Первые встречи будут с тобой проводить твои наставники, потому что первые 30 дней, например, в нашей команде, это когда работу делает наставник, а ты как ученик присутствуешь на всех встречах, чтобы ты посмотрел, как нужно подвести к маркетинг-плану, как нужно работать с возражением, как из этой встречи вести человека либо в клиенты, либо в бизнес-партнера. Я так в этом бизнесе этому и научился. Потому что сначала я как хвостик ходил за своим наставником, и я присутствовал на встречах, и я смотрел, как она всю эту технологию делает. Я учился, и вы знаете, когда я начал делать это сам, я в тот момент понял, что опыт моего наставника мне нужен стал еще больше. Почему? Да потому что у меня так не получалось, как у нее. Я стал косячить, и я стал понимать, что мне нужно постоянно у нее консультироваться, спрашивать, а как это, как это. Поэтому возражения прорабатываем, ребята, мы перед маркетинг-планом. И я подвожу к тому, что человек соглашается выслушать мой маркетинг-план, и я ему рассказываю. Во время маркетинг-плана, соответственно, он задает вопросы, уточняющие по бизнес-плану. И когда я расскажу маркетинг-план, у нас есть своя такая, знаете, методология, как люди осознанно приходят в бизнес Amway. Рассказали план, следующий шаг, нужно, чтобы человек начал лично пользоваться продукцией Amway. Я ему объясняю, почему это важно. Я говорю, понимаешь, пока ты сам не попробуешь продукт, ты всегда будешь опираться на мое мнение. А мне важно, чтобы ты сформировал свое собственное мнение. И первый шаг – это личное потребление. Как ты считаешь? В работе с возражениями, смотрите, самый главный ключ – это уметь задавать вопросы, через вопросы включать мозг человека, чтобы он начал думать и сам же отвечать на свои возражения. И хочу сказать, чтобы вы не боялись, потому что вот мастерство задавать вопросы, ребята, приходит только с опытом. Мы можем очень много получить из книг, очень много можем получить из семинаров, с выступлений.
Но применить это все и использовать опыт мы можем только на практике. Поэтому не бойтесь этих возражений. Чем больше вы будете прорабатывать на практике встречи, 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 тем лучше у вас будет получаться работа с возражениями. Поэтому маркетинг-план сходу никто не читает. Беседа, выявление потребностей, проработка возражений и потом план. После плана по поводу второй встречи мы сразу ведем человека на регистрацию. Сразу с ним начинаем пользоваться продукцией. Если человек открыт, он начинает пользоваться продукцией. Дальше мы его знакомим уже более подробно с продуктом. Мы ему даем подписку на DaLive на 10 дней, мы знакомим с этим ресурсом. Дальше мы знакомим с командой, чтобы он побывал на командных мероприятиях, чтобы он больше пропитался. Онлайн. Все это онлайн, да. Параллельно мы включаем в процесс книги, чтобы через книги он узнавал. Вот, например, я уже сказал, «Просто речь» — это книга, которую я часто даю людям, уже которые в жизни как-то себя реализовали. И не только им. Плюс я постоянно использую книгу «Лучший бизнес 21 века». Постоянно использую книгу «Подсознание может все». Там «Бедный папа, богатый папа». В зависимости, что человек читал до встречи со мной. Я это все узнаю и понимаю, какую книгу ему дать. Понимаете, вот это процесс, как человек, узнавая больше о продукте, о нас как о людях, о команде, о ресурсах, о компании, о Diamond Alliance, о возможностях, о перспективах, истории успеха, он за это время, он созревает. Чем больше он узнает, тем более осознанно он приходит. И вот посмотрите, каждый из нас практически так пришел в бизнес. Мы с Мариной так пришли в бизнес. Так, да, давай дальше, у нас нет времени. Последний вопрос про возражения. Давайте. Конечно, возражения сегодня такие остались. Есть 4 самых главных известных возражения, которые, их, конечно, много, но в основном, что люди говорят? Они говорят, что у меня не получится, это нужно было начинать раньше. И вот по поводу начинать раньше сегодня можете поздравить тех людей, потому что они первые, потому что мы только сейчас начали работать в онлайн. И те, для кого важно быть первым, они все сейчас будут первые, потому что онлайн-работа только-только началась, именно сейчас. Здесь вот по поводу первым, я всегда, опять же, это работа с возражением. Я разговариваю с людьми и рассказываю. Смотри, вот представляешь, я раньше точно так же думал, как ты. То есть первое правило в работе с возражением — всегда согласиться и принять это возражение. Ты смотришь, вот какую бы чушь, извиняюсь за выражение, он тебе не говорил, какое бы возражение он тебе не говорил, ты всегда смотришь, улыбаешься, и первое прими и скажи: слушай, так мы с тобой похожи, представляешь, я точно так же думал, как ты. Я также думал, что здесь добиваются те, кто первый. Слушай, а мне интересно, а почему ты так думаешь? Ты задал вопрос, и он тебе рассказывает, а почему же он думает, что здесь побеждают только те, кто первый. И ты его выслушал, дальше ты ведешь эту беседу и объясняешь потихоньку в процессе, ты сможешь объяснить человеку, почему в бизнесе побеждают не те, кто первый, а те, кто более профессиональный. Или говоришь просто, вот как Марина сказала: так мы и так с тобой первые, мы только месяц работаем онлайн, ты будешь первым. То есть это простое возражение. Дальше. Так, все. 4 возражения: у меня не получится, нет денег. Про нет денег мы поговорили. Ты раньше начал, и у меня нет времени. Но если нет времени у тебя, то посмотри в округе, сколько сейчас людей, у которых есть время. Сегодня основное количество людей сидят дома, у них достаточно времени, чтобы подумать о своей жизни, о своем здоровье. Мы работаем, приглашая на бизнес-встречу, на бизнес-план и на сообщество, на наши программы здоровья. И я сегодня буквально вот поделюсь уже, потому что времени нет, то, что рассказывает нам наша дочь Екатерина, что сейчас она говорит, моя работа стала более продуктивной. Если раньше у меня были поездки, походы в центр, там, Amway, проведение встреч, и мы сидели в нашем центре Amway и ждали, когда же люди придут к нам навстречу, а у них что-то не получалось, как-то не складывалось. А в онлайн сегодня приходят все. Плюс ей нужно было развести детей. В садик, в школу, кружки поменять и так далее. И сейчас встреч в день у нее гораздо больше.
и продуктивность в бизнесе гораздо выше. Поэтому, И результаты апреля тому подтверждение. да, у нас хороший был месяц апрель. Спасибо компании за бесплатную доставку. И в мае мы знаем, что она повторится, и давайте готовиться к этому. Еще хочу сказать о том, что Сегодня как никогда, ребята, самое лучшее время. Все отговорки, когда люди говорили, мысль что потеряла. у меня нету времени, сегодня люди Нет сидят времени. дома, не ездят, не ходят в гости, не путешествуют по миру, не ходят на работу. Поэтому эта отговорка, она ушла. И задали такой вопрос: если бы вы сейчас начали бизнес, как бы вы его делали? Так вот, если бы сейчас мы начали бизнес, мы бы не знали, что такое оффлайн бизнес, и мы бы делали его полностью в онлайн. Хотим сказать вам, конечно, эти времена закончатся, и все будет как прежде, но как прежде не будет. Мы не закончим работать в онлайн, мы оставим все, как у нас есть сейчас в онлайне. И мы будем дальше двигаться именно в онлайн-работе. И не думайте о том, что все встречи вернутся в офлайн. Да, конечно, что-то вернется. Но не упускайте возможность, потому что 80% нашего бизнеса сейчас будет работать в онлайн. И по-любому это перспектива будущего. Потому что офлайн мероприятия, они будут обязательно. Это будут интереснейшие мастер-классы с какими-то интересными, такими эксклюзивными гостями. Но онлайн-работа даст вам быстрее заработать денег, быстрее построить бизнес и стать вам великим профессионалом. Обучайтесь, именно сейчас это самое время. Почему у вас получится, друзья, если ты, может быть, сидишь и только начинаешь этот бизнес? Обязательно используй опыт твоей спонсорской линии. В твоей спонсорской линии всегда найдутся люди прогрессивные, люди, которые заинтересованы в твоем успехе. Обязательно используй опыт нашей обучающей системы Diamond Alliance. Обязательно подключайся на The Life Info, потому что, понимаешь, если у тебя сегодня нету The Life, ты настолько себя обкрадываешь, ты забираешь свое развитие, ты забираешь свое обогащение. Ты забираешь свой главный инструмент в построении бизнеса. Не жди результата быстрого, не жди. И, конечно, используй ресурсы компании Amway. Это институты, это все современные средства обучения, доставки, все технологии, которые нам представляет компания Amway. И у тебя это точно получится, дружище, точно. Ты просто иди и начни это делать. Знаете, у страха глаза велики. Но шаг за шагом. Знаете, есть такое выражение, когда смотришь на слона, и ты думаешь, это нереально съесть. Но, как говорят, слона можно съесть по кусочку. Шаг за шагом. Есть принцип маленьких побед. Это уже мы знаем. В мае сделай 3%, у тебя появится уверенность, и ты скажешь, а в июне я хочу 6. И все. Но мы не на все вопросы ответили. Что уж делать, и обязательно еще будут следующие эфиры. Завтра мы с вами все идем в эфир на Оксану и Мирона Граба. Обязательно. Всем спасибо за ваши вопросы. Успехов вам в развитии онлайн-бизнеса Amway. Всех благодарим вас, благодарим Diamond Alliance.